Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Дюбек Джагалиева. Сегодня в программе. Новое нападение на пассажиров поезда в немецкой Баварии. Симпатизирующий ИГИЛ 17-летний афганец изрубил топором 5 человек. Среди раненых в основном китайцы из Гонконга. Они нашли его на берегу реки Майн. Он попытался напасть на полицейских с топором, и они открыли огонь. Число погибших в ходе вчерашней стрельбы в Алмате увеличилось до 6 человек. 4 из них сотрудники полиции, 1 охранник и 1 таксист. Власти подтверждают причастность преступника к радикальному исламу, но мотивом атаки назвали месть. Расследование только началось. Мы пока даем оценку его объективным действиям. Улицы городов и сел Кыргызстана наводнили баннеры антиисламского содержания. В числе инициаторов кампании президент Атамбаев. Мусульманская община оскорблена. Никакой человек, будь то президент или простой гражданин, он не должен выставлять ислам врагом человека. Эрдоган рассказал CNN, как ему едва удалось убежать от мятежных военных. 2 его охранников погибли. Между тем в Турции развернулись настоящие политические репрессии. Число арестованных увеличивается ежедневно на несколько тысяч. Если бы я задержался еще минут на 10-15, меня бы убили или взяли в плен. Американская авиация нанесла мощный удар по провинции Алеппо. Убито 56 гражданских, среди них 11 детей. Пилоты говорят, что метили в террористов, но ошиблись. Новая атака на пассажиров поезда в Германии. На этот раз кровавая трагедия произошла в вагоне электрички, ехавшей в баварский город Вюрцберг. Ответственность за нападение уже взяло на себя террористическое исламское государство. События развивались следующим образом. Поздним вечером симпатизирующий ИГИЛ 17-летний юноша из Афганистана вошел в поезд и сразу же набросился с топором и ножом на 5 китайцев из Гонконга. Он буквально изрубил 4 китайских граждан, но, по счастью, все они живы, хотя и находятся в тяжелом состоянии. Также преступник ранил 1 немца, который пытался его остановить. После того, как поезд остановился, афганец пытался бежать с места преступления, но в ходе погони полицейским удалось его догнать и застрелить. Отряд полицейского спецназа находился неподалеку и отправился искать нападавшего. Они нашли его на берегу реки Майн. Он попытался напасть на полицейских с топором, и они открыли огонь. В комнате 17-летнего джихадиста, набросившегося с топором на пассажиров поезда в Баварии, полиция при обыске обнаружила самодельный флаг группировки «Исламское государство». Подробности в репортаже «Рейтер». Полиция обыскала комнату в доме патронатной семьи, в которой жил напавший с топором на пассажиров поезда 17-летний афганец. По словам министра внутренних дел Баварии Иоахима Хермана, там обнаружен самодельный флаг группировки «Исламское государство». В первом телефонном звонке из поезда службы спасения очевидец сообщил, что нападавший кричал «Аллах Акбар». Помимо этого, нарисованный от руки флаг исламского государства был найден в его комнате при обыске. Полиция сейчас расследует эти факты, которые указывают на то, что в прошлом он мог иметь отношение к исламскому государству. На данный момент подобные связи не выявлены. Вечером в понедельник вооруженный ножом и топором уроженец Афганистана набросился на пассажиров поезда, шедшего из Тройхтлингена в Вюрцбург, неподалеку от которого и жил нападавший. Он успел нанести тяжелые травмы 4 пассажирам. Его застрелили полицейские при попытке к бегству. В нашей работе мы не можем руководствоваться иллюзией о том, что увеличение штата сотрудников полиции и спецназа поможет предотвратить подобные нападения. Если человек решил совершить акт насилия, значит, он это сделает, и мы не можем предупреждать действия одиночек. Имя нападавшего власти не называют. Сообщается, что он прибыл из Афганистана без сопровождения взрослых и первое время жил в общежитии. По некоторым данным, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». Сообщение появилось на одном из сайтов, связанных с боевиками. С 4 до 6 человек возросло количество жертв расстрела полицейских в Алмате. Ночью 1 из них скончался. Врачи продолжают бороться за жизни еще 2 полицейских, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Напомним, что преступникам, открывшим огонь в центре Алматы, помимо 4 полицейских, были убиты еще 2 гражданских лиц. Обнародовано имя стрелявшего. Это торговец сотовыми телефонами из поселка Интымак Руслан Куликбаев.
Раненый при задержании Куликбаев тоже прооперирован и уже переведен в следственный изолятор, где он дает показания. С его слов, он хотел отомстить стражам порядка за свою неудавшуюся жизнь. Как выяснилось, из своих 26 лет 6 из них расстрелявший полицейских преступник провел в тюрьмах за грабежи и хранение оружия. В полиции также рассказали, что незадолго до кровавых событий в Алма-Ате Куликбаев застрелил еще и женщину там. Тем временем в сети появляются новые видеоатаки на полицейских. Вы видите любительские кадры, на которых Куликбаев ведет прицельный огонь из автомата по сотрудникам полиции. В Комитете национальной безопасности Казахстана заявляют, что стрелок был приверженцем радикальной версии ислама, салафизма, к которому он приобщился в колонии. 8 мая 2012 года уже был осужден Кызылординским городским судом по статье 251 «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия» к 2 годам 11 месяцам лишения свободы. В тюрьме, в колонии он сошелся с салафитами. Сейчас разбираемся. Между тем, в МВД республики, в отличие от КНБ, отказываются признавать, что преступник действовал по религиозным мотивам и считают, что главной причиной действительно была месть. Это не первый случай путаницы в версиях правоохранительных органов Казахстана. Во время последних событий в городе Актюбе руководители ведомств ежедневно докладывали президенту совершенно противоположную информацию. Это мы будем проверять, кто он такой, что расследование только началось. Мы пока даем оценку его объективным действиям. Также министр внутренних дел, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что все видео очевидцев, на которых злоумышленник, стреляющий в милиционеров, кричит «Аллах Акбар», являются ложью, а их авторы будут наказаны по всей строгости закона. Когда корреспондент берет интервью у какой-то женщины, которая говорит о том, что она якобы находилась возле Алмалинского РОВД и видела, как оттуда выбегает автоматчик. Я не знала, кому звонить, потому что это с 02. Он кричал «Аллах Акбар» и стрелял. Это ложь, самая настоящая. И это появилось в интернете. Мы сейчас возбудили уголовное дело в отношении лиц, которые распространяли эти. Я посоветовал бы вот этим блогерам и корреспондентам, которые вот эту информацию ложную передавали, обратиться к помощи адвоката. Прям Аллах Акбар вышел из машины, орёт, вон бежит. Вот, смотрите, вот он. А вот, собственно, одно из этих видео, на которых люди, снимающие происходящее на мобильный телефон, комментируют действия преступника. Авторы ролика находятся буквально в нескольких десятках метрах от него. А это, собственно, уже другой эпизод. И тут тоже слышно, как преступник, стреляя по полицейским, выкрикивает то же самое. Это видео с мобильных регистраторов из разных районов Алма-Аты, на которых снято, как Куликбаев спокойным шагом с автоматом в руках перемещается по улицам. В Душанбе начался процесс над российским офицером Иваном Щербаковым, которого обвиняют в убийстве 22-летней проститутки из Душанбе Шаиры Джабировой. Щербаков совершил настолько зверское преступление, что судья был вынужден взять расписки о неразглашении со всех участников процесса. У нас на связи наш корреспондент в Душанбе Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Удалось ли вам выяснить хоть что-либо о ходе судебного заседания? Здравствуйте, Жибек. Суд над офицером 201-й российской военной базы в Таджикистане Иваном Щербаковым, который обвиняется в убийстве 22-летней жительницы Душанбе Шаиры Джабировой, проходит в закрытом режиме. Адвокат дал подписку о неразглашении, поэтому узнать у него какие-либо подробности не удалось. Родственники убитой девушки утверждают, что не знают подробностей дела тоже. BBC со ссылкой на свои источники, близкие к следствию, сообщает, что в уголовном деле содержится информация интимного характера, касающаяся обвиняемого и жертвы, и поэтому журналисты в зал суда не будут допущены. Ивану Щербакову предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Еще в прошлом году на похоронах Шаиры Джабировой близкие девушки рассказали, что тело они опознали не сразу, а только благодаря личным вещам и родинке на теле. Перед смертью Шаиру долго избивали, у нее была сломана челюсть, выбиты зубы, размозжена задняя часть головы. Процесс проводит Уральский окружной военный суд на территории базы на окраине Душанбе. Как известно, еще в ходе следствия Щербаков признался в убийстве, и, возможно, суд будет быстрым. Жибек. Спасибо, Анушервон. В Кыргызстане назревает конфликт между верующими и сторонниками национального толкования ислама. Причина всему – огромные баннеры, которые с подачи президента развесили по всей республике. На одной части плакатов изображены женщины в традиционных кыргызских нарядах, на другой – женщины в парандже. Сравнение сопровождается вопросом «Куда мы идем?».
Некоторые религиоведы сразу же назвали инициативу провокацией, а в мусульманской общине считают, что это только усилит нетерпимость по отношению к верующим. Шавкат Тургаев разбирался в ситуации. Бизнесвумен Айджана Калбекова появление скандальных баннеров на улицах Бишкека восприняла как оскорбление всех мусульман Кыргызстана. Плакаты, предупреждающие об угрозе исламизации, появились неделю назад. На одной стороне изображены женщины в традиционной кыргызской одежде, а на другой – замотанные в паранджу. И надпись «Бедный мой народ, куда мы идем?». Там есть слова «Кайран илим кайда баратаус». Эти слова как будто говорится жалостью, как будто говорится некоторым смущением, и так, как будто ислам приносит вред человечеству. Айджан исповедует ислам, создает кыргызскую национальную одежду для женщин-мусульман, да и сама ее носит с удовольствием. Право носить личек, кыргызский головной убор, либо никап – право каждой женщины, считает девушка. Ведь Кыргызстан – государство светское. Но больше Айджан возмутил посыл баннера. Можно было бы это сделать по-другому, это одна часть, а самое главное – то есть никакой человек, будь то президент или простой гражданин, он не должен выставлять ислам врагом человечества. Как раз таки президента или людей из его окружения некоторые считают авторами баннеров. Единственное, что пока удалось узнать официально, заказчик социальной рекламы – Общественный фонд «Патриоты». Единственное упоминание об организации значится на сайте президентской партии, где говорится, что фонд поддерживает социал-демократов на парламентских выборах 2015 года. То, что он как-то связан со скандальными баннерами, Алмазбек Атамбаев не подтвердил, но и не опроверг. Зато заявил прямо на встрече с Ангелой Меркель, что готов выделить деньги на то, чтобы плакаты были развешаны по всей стране. Что и было сделано. Под видом религии не надо нам навязывать чужую культуру. Такие баннеры нам нужны. Я знаю, там же никто плохо о ком-то не говорится. Просто 3 фотографии и ставится вопрос, куда мы идем, куда мы должны пойти. Ну, яркий пример. Один баннер ночью сорвали, потому что люди, которые срывают, они не терпят иного мнения. Скандальные баннеры разделили общественность на 2 лагеря. Одни, такие как Айджан, выразили негодование, муфтияти призвали мусульман не поддаваться на провокации. Другие акцию поддержали и считают, что девушкам не стоит заматываться в чуждые кыргызам заморские одеяния. А в социальных сетях и по сей день не стихают споры. 15 лет мы занимаемся показом исламской моды. Да? Председатель фонда «Мутакалим» Джамал Фронтбек Кызы более 10 лет борется за права женщин-мусульман в Кыргызстане. В 2008 году она добилась, чтобы девушки могли фотографироваться на паспорт в национальном платке. Но она выступает категорически против бурок и паранджи, поскольку ислам не запрещает надевать кыргызские наряды. Проблема наша в том, что мы за 25 лет, те же наши, ну так сказать, в кавычках, религиозные деятели, да, идеологи наши, можно сказать, духовное управление мусульман Кыргызстана, они не старались помочь женщинам, чтобы они не радикализировались, чтобы они правильно одевались. Никто не помогал им, как правильно одеваться. Все беды от незнания, считает Джамал. В медресе учителя просят девочек надевать паранджу. Они ее и надевают. Такие, как правило, легко поддаются влиянию запрещенных религиозных течений. Антитеррористическая группа говорит, что последние 3 года радикализация женщин возросло 24%. Это каждая 4-я, уже 24 раза. Все равно не хотят работать женщины. Специалисты-теологи и религиоведы считают, что ханафитский мазхаб, более демократичная школа ислама, которой придерживаются в Центральной Азии, не запрещает, а наоборот одобряет ношение мусульманами национальной одежды. Каждая нация по ханафитскому мазхабу, она должна сохранить свою культуру, свой язык, свои традиционные одеяния, одежды и так далее. Сам Аллах в Коране говорит, что я вас создал разными людьми, с разными языками, чтобы вы общались и различали друг друга. По мнению экспертов, опасность в том, что все больше молодежи уходит в религию. При этом их полноценное образование оставляет желать лучшего. Непросвещенными легче манипулировать и привлечь в различные религиозно-экстремистские организации. А потом наших граждан находят среди боевиков на Ближнем Востоке. Если мы в религиозной части и в религиоведческой части хорошо предоставим информацию для населения, для молодежи, то вот такая исламизация или, как мы говорим, радикализации не будет в нашем обществе.
Сам президент Атамбаев не так давно признал, религии не занимались с обретения страной независимости. И этот пробел необходимо восполнить в ближайшее время. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. На юге Кыргызстана снова сошли мощные селевые паводки. Из-за ливневых дождей в Кадамджайском районе Джалалабадской области поднялся уровень местных рек. Водой переполнившее русло рек затопило несколько деревень. Вот видео, которое снял один из местных жителей. Сельчане просто стоят и наблюдают за тем, как потоки грязи и воды затапливают их дворы и дома. Впрочем, местные жители сообщают, что, несмотря на масштабы паводка, жертв и разрушений нет. МЧС, как они заверили, принимают меры по ликвидации последствий. Тем временем уже вторую волну паводков переживают жители российского Новосибирска. В нескольких районах региона под водой оказались более 150 домов и дач. В городе улицы залиты настолько, что автомобили просто плавают по улицам. Новосибирск затопило после повышения уровня реки Обь. В этом году воды в русле больше не только из-за обильного таяния снегов в горах Алтая, но и из-за сильных ливневых дождей. Далее в программе. Эрдоган рассказал CNN, как ему едва удалось убежать от мятежных военных. Двое его охранников погибли. Между тем в Турции развернулись настоящие политические репрессии. Число арестованных увеличивается ежедневно на несколько тысяч. Если бы я задержался еще минут на 10-15, меня бы убили или взяли в плен. Американская авиация нанесла мощный удар по провинции Алеппо. Убито 56 гражданских, среди них 11 детей. Пилоты говорят, что метили в террористов, но ошиблись. В Армении продолжается противостояние захвативших полицейский участок ультраправых радикалов и спецназа. Напомним, что в минувшее воскресенье представители движения «Учредительный парламент» захватили здание полицейского отделения и удерживают там заложников. При захвате погиб высокопоставленный полицейский офицер. Радикалы требуют выпустить из-под ареста их лидера. Они также хотят отставки президента Армении. Накануне к ним попробовали присоединиться несколько сотен их сторонников. Полиция сначала уговаривала собравшихся в центре Еревана людей разойтись, но потом начались довольно жесткие столкновения демонстрантов и полиции, которые переросли в беспорядки. Из Турции пришла информация, что по последним данным жертвами боев в Анкаре и Стамбуле во время попытки мятежа стали более 300 человек. Между тем, в стране развернулись самые настоящие масштабные политические репрессии, как в адрес участников мятежа, так и в адрес просто сочувствующих граждан. С каждым днем на несколько тысяч увеличивается число арестованных. Начались первые судебные допросы военных. Вы видите кадры, на которых арестованных военных под крики разъяренной толпы привезли в суд. Люди, кажется, готовы разорвать мятежников. Как сообщают турецкие СМИ, в числе арестованных 7 с лишним тысяч солдат и офицеров, 2 пилотов турецких ВВС, которые сбили в ноябре прошлого года российский бомбардировщик Су-24. Также сообщается, что всю вину за государственный переворот якобы взял на себя бывший главнокомандующий турецкими ВВС. Но турецкие власти ему не верят и считают, что настоящим организатором переворота был бывший проповедник суфистского ислама, писатель и миллиардер Фетхуллах Гулен. В ответ на обвинения европейских лидеров в предвзятости следствия первые лица государства заявляют, что будут действовать строго по закону. Одна ошибка не может быть исправлена другой ошибкой. Турция является правовым государством, и мы будем делать все в рамках закона. Те, кто приступил закон, ответят перед нашей системой правосудия. А правосудие будет исполнять все, что считается необходимым в подобных случаях. Турецкий президент Эрдоган официально потребовал у властей США выдать им Фетхуллаха Гулена, который много лет живет в Соединенных Штатах. Эрдоган уже давно считает Гулена своим личным врагом, и всех, кто поддерживает миллиардера, власти так или иначе стараются наказывать. Вот и на этот раз среди арестованных по делу о военном перевороте большинство – это люди, симпатизирующие Гулену. Сам Гулен в первые же минуты мятежа опроверг свою причастность к событиям. Я не волнуюсь по поводу запроса о моей выдаче, так же, как я не беспокоюсь о моей смерти. На самом деле, сегодня я больше думаю уже о загробной жизни. И умру я в собственной постели или в тюрьме, меня не очень волнует. Но я не собираюсь делать ничего, что повредит моему достоинству или вынудит меня пойти против моего достоинства. Эрдоган и в прошлом требовал от меня каких-то извинений, но истинно верующий не извиняется перед угнетателем. Если меня захотят выдать силой, я, конечно же, не буду умолять.
Тем временем Эрдоган впервые с субботы отважился покинуть Стамбул, где он находился под усиленной охраной. По ходу движения кортежа турецкого президента стояли тысячи людей, которые приветствовали его криками. Незадолго до этого президент Турции рассказал в интервью американскому телеканалу CNN, что он буквально чудом спасся от смерти в первые минуты переворота. И если бы, по его словам, он задержался в гостинице в Мармарисе хотя бы на 10 минут, он бы погиб, как двое его охранников, которые остались дать отпор мятежникам. В Мармарисе проводилась операция против меня. 2 моих охранников убили. Если бы я задержался еще минут на 10-15, меня бы убили или взяли в плен. Настоящей реликвией уже стал телефон журналистки турецкой службы CNN, которая держала этот аппарат во время обращения Эрдогана к народу. Напомним, что момент, показанный по национальному телевидению, стал переломным во время попытки переворота. После него на улицы турецких городов вышли тысячи людей, которые заблокировали движение танков и военных автоколонн мятежников. За этот телефон один из арабских шейхов уже предложил 300 тысяч евро, но сотрудница CNN заявила, что отдаст исторический гаджет только в музей. 56 человек, среди них 11 детей, погибли во время очередного мощного авианалета на город Алеппо. На этот раз, вопреки обыкновению, удар по гражданскому населению нанесли не российские ВВС, а американские самолеты. Как сообщают сирийские правозащитники, бомбы попали не только в жилые кварталы, но и в группу мирных жителей, которые пытались покинуть район боевых действий. Американское командование уже заявило, что проверит эту информацию и что, возможно, произошла ошибка, и войска коалиции приняли граждан за боевиков ИГИЛ. А вот, собственно, кадры этой атаки, снятые из бомбардировщика ВВС США. Житель кыргызской деревни построил комфортабельный бассейн для своих односельчан прямо посреди полей на границе с Узбекистаном. Как он считает, ему удалось организовать настоящий гламурный отдых для простых людей. Это место по-кыргызски называется Сары-Джаик, что обозначает «желтые» или «выжженные просторы». Летом из-за зноя вся округа превращается в пустыню, кроме этого оазиса. Его прямо на границе своими руками устроил местный деревенский житель. Таможня. Это таможня. Эта дорога была раньше узбекской, а теперь стала кыргызской. Поэтому мы смогли взять этот участок и освоить его, посадить деревья. Первым с одной тяпкой в руке сюда пришел мой брат. Теперь это излюбленное место отдыха у жителей окрестных сел. Для них здесь многое было в диковинку. И бассейн, и камышовые мини-шале рядом, и соломенные зонтики. Сейчас сельчане уже привыкли, но женщины здесь все еще редкие гости. В одно время эта земля едва не отошла Узбекистану. А теперь смотрите, во что превратили поле. Сколько работы проделано. Вода течет, а раньше здесь была пустыня. Спасибо нашим ребятам. Во-первых, мы также сохраним землю, а во-вторых, это возможность отдохнуть для наших сограждан. Ты купаешься словно на вершине горы. Этот участок находится прямо на границе с Узбекистаном. Здесь проходит несколько важных трасс, и водители с дороги обязательно заезжают сюда. Все ездят по этой трассе. Неважно, днем или ночью приезжают сюда, перекусывают, покупают питье, а в жару купаются в бассейне. Свой стартап кыргызстанский бизнесмен решил развивать дальше. Очень много, как оказалось, местных хотят отдыхать в подобных местах. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.